Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, почти 2 месяца мы живем в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Всем нам пришлось отказаться от нормальной жизни, от привычных занятий, от личного общения с родными и друзьями. Многие потеряли работу и доходы, приостановили свой бизнес. Но благодаря этим вынужденным мерам, благодаря самодисциплине и ответственности большинства якутян, нам удалось предотвратить взрывное развитие инфекции, не допустить неподъемной нагрузки на медицину. Безусловно, ситуация по-прежнему остается напряженной, особенно в городе Якутске. В столице 2 очага инфекции дали серьезный рост заражений, более 100 случаев. Халатное отношение к соблюдению противоэпидемических мер в Республиканской офтальмологической больнице привело к заболеванию медицинских работников и пациентов, в том числе и в районах республики. Также коронавирус выявлен у более 50 студентов, в том числе иностранных, проживающих в общежитии Северо-Восточного федерального университета. Есть районы, где выявлялись единичные случаи COVID-19 или даже локальный очаг инфекции, как это было в Алдане. Но есть и районы, где за все это время не было ни одного случая заражения. Республика у нас поистине огромная, везде разный уровень транспортной доступности, мобильности жителей, а значит и угроза распространения инфекции совершенно разная. Поэтому еще 23 апреля мы сняли ограничения в Арктике, в труднодоступных местах, отрезанных сейчас от внешнего мира, оставив лишь запрет на массовые мероприятия. Ряд ограничений был отменен и в сельских районах. Ситуация в городах и крупных транспортных центрах оставила все ограничения в силе. А в Алдане, на Чаяндинском месторождении, в вахтовом поселке в Сунтарском улусе действует строгий карантин, полный запрет на въезд и выезд. Все эти решения принимались исключительно исходя из эпидемиологической ситуации. Уважаемые друзья, сейчас нам снова надо посмотреть вперед и оценить риски, наметить шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни. 6 мая президент России Владимир Владимирович Путин поручил главам регионов принять решение о поэтапном снятии ограничений, исходя из реальной обстановки на местах. В эти дни Республиканский оперативный штаб провел работу по оценке ситуации, посоветовались с главами муниципальных образований, городских округов, получили рекомендации Роспотребнадзора и с их учетом приняли следующие решения. В арктических районах, в труднодоступных населенных пунктах снимаются все ограничения, остаются только ограничения, связанными с мероприятиями, на которые можно собираться не более 50 человек. В городе Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, в Нерюнгре, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции вводится до 31 мая. При этом будет разрешена работа дополнительно ателье, химчистка, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. Если обстановка будет меняться в лучшую сторону, то ограничения могут быть сняты раньше. В сельских муниципальных образованиях откроются все предприятия торговли, парикмахерские. Хочу отметить, что по всей республике, кроме труднодоступных районов, во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательны маски и перчатки для персонала. Обязательно, конечно, социальное дистанцирование и проведение дезинфекции. С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и в целом по району. Благодаря очень серьезным действиям при поддержке руководства страны, правительства Российской Федерации стабилизировалась и обстановка на Чаянде. Сейчас там все под полным контролем. Вот в таком порядке, друзья, начнем аккуратно двигаться к полному снятию ограничений. Но всем нам надо очень хорошо понимать, что при любом осложнении эпидемиологической ситуации все запреты могут вернуться. Очень хотелось бы, и я надеюсь, что ужесточать ограничения не придется. Для этого всем нам надо еще строже отнестись к своей личной безопасности, соблюдать масочный режим, самоизоляцию тем, кому это предписано. Скажу еще по учебе детей. Учебный год в школах республики завершится не позднее 30 мая. Друзья, небывалая до сих пор экстремальная ситуация проявила лучшие качества жителей республики. Мы видим, как люди достойно переносят трудности, помогают друг другу. Это вселяет уверенность, что в скором времени мы полностью победим опасную болезнь. Снова начнем полнокровно жить и трудиться. Я искренне благодарю вас за понимание и поддержку. От всей души желаю вам здоровья, дорогие мои якутяне.